прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Мои коллеги и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Залог успеха. Процесс производства у нас тут непрерывный. На заводе «Чеченские минеральные воды» внедрили бережливое производство. Каждый имеет право на свой мир. В алфавит входит 33 кириллицы и 16 дополнительных символов. Это всего 49 букв. Незрячие смогут читать на чеченском языке. Создан первый алфавит в виде шрифта Брайля на национальном ВСКФО. Поделимся значимостью данной работы. О людях с большими сердцами. Социальная организация Хайра организовала досуг для детей-сирот. Как отдохнули ребята. Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале видео с пленным бойцом ВСУ. Он рассказал об отсутствии эвакуации раненых с поля боя, а также о попытках украинских подразделений зайти в Клещеевку. Для того, чтобы отвоевать позиции чеченских подразделений, украинское командование отправило две группы с общей численностью 16 человек. Доложила ситуацию командир спецназа Ахмат Апти-Алаудинов. Ну и как вы скажете, оцениваете работу наших подразделений? Грамотно сработали. Грамотно сработали, да? Ну и скажите, пожалуйста, вот реально, чтобы ситуация была понятна тем, кто нас слушает. Клещеевка, она вообще под кем? Кто ее контролирует? На данный момент контролируете вы. То есть, по сути своей, вас в Клещеевке нету, правильно? Пытались зайти, ну, пытаетесь зайти. Вот результат. Пытаются зайти, горы, как говорится, трупов, везде валяются подразделения украинские. К сожалению, как говорится, не могут никак понять, что их на мясо закидывают. Что бы вы сказали бы вот тем бойцам, которые находятся на той стороне? Ребята, думайте, надо беречь себя. Сами не сбережете. Я не знаю, что тогда будет. Ну, беречь себя — это рекомендация в каком формате? Не идти против нас воевать или что? Не идите. Пока мы отсюда не уйдем, не ходите никуда. Мужики, там могут вам рассказывать какие угодно сказки. Реально ситуация очень нерадужная. Вас обманывают, закидывают. Вам не говорят, что до сих пор село находится под нами. Все рассказывают, что там никого нету, идите займите вот ту позицию, вот эту позицию. Когда начинают наши бойцы вас обстреливать и уничтожать, получается так, что вы очень сильно удивляетесь и начинается у вас суета. Поэтому не обманывайтесь и пусть вас не обманывают. Сотрудники регионального управления Росгвардии уничтожили старый снаряд для реактивной системы залпового огня «Град» в Грозном. Опасная находка была обнаружена местным жителем у себя во дворе несколькими днями ранее. Мужчина проводил земляные работы и наткнулся на подозрительный предмет. По распоряжению начальника территориального органа Росгвардии Шарипа Делимханова на место были отправлены специалисты. 122-мм боеприпас был уничтожен на специализированном войсковом полигоне подрывом накладного заряда. Чеченские минеральные воды – высокотехнологичное предприятие, одно из самых современных в России, с полной автоматизацией всех процессов. Эффективно работают и системы контроля международных стандартов продукции. Еще один апгрейд, который внедряют – это бережливое производство, подход к управлению процессом изготовления. В чем ее ценность для потребителя и производителя, расскажет Мадина Кураева. Здесь выпускается более 60 наименований. Товар поставляется по всей России и за ее пределами. А завод «Чеченские минеральные воды» работает круглосуточно. Он оснащен самым современным и высокотехнологичным оборудованием. Продукция натуральная и проходит тщательный контроль в лаборатории.
Лаборатория контролирует у нас купажные сиропы, входящую воду, ну и, собственно, сам готовый продукт. Приносят сюда специалистам, моим химикам, а девушки смотрят, в том числе и дегустация происходит, да, что все соответствует нашим спецификациям, делают все анализы и уже, собственно, допускают этот купаж к розливу. Всего в данном цеху 2 линии розлива. Одна для газированных лимонадов и простой воды. За 1 час выпускается 22 тысяч бутылок 9 форматов. Другая по розливу соков, нектаров и чаев. Здесь производится 12 тысяч продукции. Это асептическая машина розлива. Она позволяет защитить продукцию от попадания микроорганизмов. Ее уникальность заключается в том, что на первом этапе бутылка стерилизуется и только после идет наполнение продуктом. Для придания геометрической формы бутылки дозируется капельный азот, который вытесняет кислород из продукта. Данное оборудование является единственным в стране. Питьевая минеральная вода обязательно маркируется. С помощью QR-кода покупатель может узнать всю информацию о товаре с помощью приложения «Честный знак». Работа в цеху полностью автоматизирована, за оборудованием следят операторы. Процесс производства у нас тут непрерывный. Линии обслуживают у нас сотрудники, бывшие выпускники местных вузов по техническим специальностям, инженеры-технологии, инженеры-механики. Производственная площадка сертифицирована по стандарту пищевой безопасности, международный стандарт ХАЦ. Также у нас сертификация по 2 программам, это ISO 22000 и FSSC 22000. Компания приняла участие в нацпроекте «Производительность труда», благодаря чему на одной из линий увеличилась выработка холодных напитков на 36%. С октября прошлого года проделана большая работа. Это обучение сотрудников, внедрение новых инструментов и программ. С чего начинается бережливое производство? Так, это начинается с системы 5S. То есть это эргономика рабочих мест. И тут у нас доска по соблюдению 5S. То есть мы показываем, на каком участке у нас сколько замечаний и какой участок больше всего преобладает. В реализации проекта по бережливому производству мы занялись вопросом повышения навыков операторов. Мы видим матрицу навыков, по-другому называется еще матрица компетенции. То есть мы сделали мотивацию таким образом, чтобы сотрудники знали не один аппарат, не одну станцию розлива, а всю линию. Четко был реализован инструмент, так называемый СМЕД, то есть это быстрая переналадка. До внедрения данного инструмента у нас длительность перехода с одного формата на другой формат составляла 56 минут. После внедрения этого стандарта у нас сократилось до 32 минут. Тут у нас стандарты по переналадке. Каждый вид операций, который у нас производится, указано, сколько для этого требуется время, чтобы и новый оператор, чтобы все операторы системно выполняли по такому стандарту. Внедрение бережливого производства не только увеличило продукцию, но и упростило работу сотрудников. К примеру, если ранее надо было пойти за специалистом, что занимало много времени, то сейчас, благодаря новой системе, которая передает сигнал через специальные часы, можно сразу сообщить о проблеме. Мадина Кураева, Магомед Басаев, Сайдаминдот Мирзаев, Вести, Чеченская Республика. В Исаитовском районе Грозного возводятся новые дома для нуждающихся семей за счет средств регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Строительные работы проинспектировал градоначальник Хас Магомед Кадыров. 4 дома уже готовы к сдаче, еще 7 будут введены в эксплуатацию в ближайшее время. К ним подведены все инженерные коммуникации. Жилье будет полностью оборудовано всем необходимым для комфортного проживания. Рамзан Ажин. Фонд Кюгал Хуэл Чайман Инсиона Дел Ресулала Планишт. Арте Пусло Шерна Нахана Церквик Цапоч Метик Бацмасу Метал Шодиашпу. Ака Орша десятки сотнями цинов шкортирш. Нахан Лушью Ака больницы Богуч Целичене Богуишчун Одеш Масуа продукт питания Одеш Хавошку Дел Ресулала Сайцараха Ой Алар Бахар Хошицара. Азбука Брайля прозвучала на чеченском. Рабочая группа за месяц создала первый алфавит в виде шрифта Брайля на национальном ВСКФО. Ее создание символично тем, что в нашей республике идет год чеченского языка. Незрячие, благодаря разработке рельефно-точечного тактильного шрифта, получат возможность изучать родную речь и знакомиться с нашей богатой литературой. Адам Магомедов оценил проект.
Инициативная группа по созданию чеченского алфавита для незрячих была создана еще в 2010 году. В нее входят работники библиотеки для слепых и сотрудники Института чеченского языка. Однако долгое время идею не получалось впустить в массы. Благодаря году родного языка, объявленного главой региона, она получила свое развитие. После кропотливой работы был создан алфавит для слепых, утвержденный руководителем субъекта. На создание чеченского алфавита для незрячих ушло около месяца. 3 дня в неделю инициативная группа собиралась и обсуждала, как правильнее всего это сделать. Основная проблема состояла в различиях между чеченским языком и шрифтом Брайля, а также в дифтонгах. В итоге она была решена путем использования арабской буквы «С». В алфавит входит 33 кириллицы и 16 дополнительных символов. Это всего 49 букв. Одни из разработчиков алфавита – это Руслан Мальцагов и Хамзат Алмасханов. Первый потерял зрение из-за сильных физических нагрузок во время занятий боксом. Уже 5 лет он обучает детей читать по шрифту Брайля на различных языках. Второй же потерял возможность видеть еще в 97-м. Изучил Брайль на русском и арабском и уже более 10 лет обучает Корану незрячих. Он наглядно продемонстрировал, как правильно писать по специальному шрифту. Для того, чтобы сделать запись, мы используем грифель. Вот он. Вот этот прибор называется грифельная доска. С правой стороны имеется углубление, а с левой стороны имеются окошечки. Вкладываешь бумагу вот этот прибор так, и замыкаешь его и пишем нужный нам текст. Пишем мы справа налево и читаем при открытии слева направо. Одной из главных трудностей печати книг для незрячих – это отсутствие цифрового чеченского языка. Рустам призывает программистов заняться его разработкой. Хочу вас попросить, чтобы вы обратили на это внимание. Мы сейчас уперлись в отсутствие этого языка и не можем программное обеспечение использовать для автоматической печати. То есть приходится весь текст набирать вручную. В библиотеке для слепых обучают шрифту Брайля на 4 языках. По словам преподавателей, лучше изучать его не по аудиокнигам, а по печатным, чтобы знать грамматику. Ада Магомедов, Саидали Ампукаев, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. Одно из уютных мест в нашей республике находится на окраине Грозного. Это парк национальной культуры имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. В нем есть все для полноценного отдыха: аттракционы, рестораны, зоопарк. Про последнее: там есть хищные животные: медведь, лев, тигр. Социальная организация «Хайра» организовала для детей-сирот досуг в данном парке. Лейла Муртазова расскажет об эмоциях гостей. Социальная организация «Хайра» в очередной раз организовала для детей-сирот развлекательный досуг. Он прошел в парке национальной культуры имени первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, в котором находится зоопарк и целый ряд аттракционов. Собрали около 300 детей. Иншаллах, еще будут, ждем еще, должны прийти. Все эти развлечения для них бесплатные: аттракционы, мороженое, напитки, зоопарк, сами животные, тоже посмотреть на них. Также были приглашены разные организации, ведомства Чеченской Республики, тоже приехали. Больше всего внимания детей было приковано к животным. От их количества и разновидности у ребят разбегались глаза. Каждого зверя они старались разглядеть поближе и погладить. Кроме зоопарка на базе много развлечений: многочисленные карусели, машинки и игры. Ребята с большой радостью прокатились на всех. Плюс был подготовлен вкусный обед. Мне очень понравилось в парке. В парке я увидела много животных. Мне тут очень весело. Мне больше всего понравился тигр и сова. Малышей сопровождают их родственники. Они всегда стараются задействовать ребенка в подобных акциях и благодарят за предоставленную возможность осчастливить детей. Хайра на регулярной основе проводит различные мероприятия, банкеты для детей, а также оказывает всяческого рода помощь и поддержку. Отметим, что данная акция проводится несколько раз в месяц в рамках программы «Наши дети» от организации Хайра. Лейла Муртазова, Аслан Ахматов, Вести, Чеченская Республика.
К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.